Хыбыд номхын хыжынгын ютага, холу эры суур холхын, бүлікте хубуд басағыт холын. Тыдыне тоды, онцы уырын шанырте, карта дүйте, урын бірхы зурашын Александр Сергеевич Мешков полыны. Ну, начнем, наверное, с того, что я сам родился в городе, вырос в городе, в Кижингу приехал уже сюда чуть позже, как бы смотреть за бабушкой. А так все детство провел в городе. Мама у меня кижингинская, бабушка с дедушкой здесь жили. На каникулах раньше постоянно сюда приезжал, как бы в Кижинге бывал здесь с детства. И вот так получилось, что теперь уже как бы дальнейшую свою жизнь уже проживаю здесь, в Кижинге. Теперь буду здесь жить. Бабушка старенькая одна осталась, когда она изъявила желание, как бы, чтобы я за ней ухаживал, смотрел, жил с ней, предложила мне. Ну, мне пришлось согласиться, переехать сюда, в Кижингу, и жить рядом с ней, смотреть за ней. Теперь я здесь стал кижингинским. Да, передалось. Это у меня родной отец был художником. Народный, не знаю, но в те времена он работал в Союз художников, это я точно помню. Ну, как бы знаю. Он рисовал, был художником, и, видать, мне это все по наследству передалось. И вот как бы с детства я и рисую, и как бы рисование, мое творчество сопровождает меня везде по жизни. Буряд аратта мыдежи болжы ябахын Александр Сергеевич муну дырыне тоғанға орын захилшатта някты холботе ажылны. То я сейчас живу на селе, как бы уже далеко от города, и меня вот так навевает такой как бы порыв, вот, как бы прошлые там вот эти истории, да, истории, быт бурятский, да, вот именно то, что вот не знаю почему, но вот мне как бы вот, может, потому что вот в литературах как бы мы учились раньше, я помню, наших бурятских воинов, там вот это все как было как-то, ну да, ГСР, вот это как бы варварские такие были, то, что мы как захватчики такие, татаро-монгольские такие, вот в рисунках я видел, в литературах там встречались мне. А тут я решил как бы по-своему маленько преобразить наших старых богатырей, начал как бы их одевать, обмундирование, вот эти латы, доспехи, как бы сам фантазировать и рисовать как бы уже из головы. И такие они у меня получаются, такие красивые образы наших богатырей. Урын зурашын, нитоғанға мыдежі орын захилшы сыдып цириндар жиеве. Дарима Жалсановаға шынын умудыйын зурғашы мыглыжы хыбылылды қарғылца. Тихіде, әміғі бурят хылыны бақшынырты някты холвоты ажылыны. Хотсанам Сараевы нырымжыды хыжынгын донды хорғолым бурят хылыны бақшы Доржиева Дашима Дугаровнаты хамты хорғолыда программын егор тавыды хянгиды шудолыгдыға ном зоруғы даршы мыглыжы хыблылды былдыбы. Александр Сергеевич хугытты зорюлыгдығын бір хышу соқтағығын сытгуынды зорығы авторын. Это все началось, наверное, с того, что вот как бы заметили мое творчество. Я работаю в школе, и там Дашима Дугаровна, Саилма Дондуковна, да, вот они как бы заметили мое творчество. Ну, Саилма Дондуковна, скорее всего, она как преподаватель рисования и чертения в школе у нас, и как-то заметила мои рисунки, мое творчество. А Дашима Дугаровна уже на тот момент работала уже с редакцией, она писала тексты к детскому журналу Бархышу. И там был художник, иллюстратор, и она как бы там предложила то, что есть знакомый художник, ну, то бишь она не успевала, там, и надо было в быстрые сроки этот журнал как бы заканчивать, и предложила вот, в общем-то, мне.
И я согласился, и начали пробовать, и вроде уже в министерстве, там, где там уже этот журнал готовится, вроде бы им понравились мои рисунки, и все, и мы начали уже плотно сотрудничать, и Дашима Дугаровна мне постоянно писала задания, заказы, и я вот это все уже как бы исполнял, рисовал. И как бы для меня такое как бы сложность была на тот момент, то что надо было в красках, красками рисовать. И вот я впервые попробовал такое, что попробовать красками рисовать. В целях развития бурятского языка этот был заказ с Министерства образования. И вот, и сейчас работаем над этим. Да, сейчас уже пошло задание уже к учебнику бурятского языка за 5 класс, кажется, да, тоже я там иллюстрирую. Ну, как бы сейчас стал уже как иллюстратором, художник-иллюстратором детских журналов, детских рисунков, наверное, так, скорее всего. Ну и потом заметили уже, видать, ну, как бы у нас общение есть, видать, везде, и уже начали со стороны обращаться, как бы вот писатель. Было предложение мне нарисовать там живопись окрестностей Ошной родины, заказ, да, и мне пришлось рисовать, что получится. И отправил, нарисовал. Потом в селе Загустая, там тоже как бы автобет. Дарима Жалсанова, да, она... Книга называется. Да, вот у меня есть один экземпляр, они мне на презентации тогда подарили эту книжку. Ну, там не так уж много было, но все равно было предложение, и я с удовольствием нарисовал им, отправил, и им понравилось, даже и приглашали на презентацию, мне так торжественно вручали эту книжку. Это вот моя первая такая была. Работа. Да, такой выход такой, это для меня вообще было событие. Я помню тот момент, волнительно было. Да, столько людей, так все это представлено было мне. Потом выставку в школе делали уже, потом... В 2023 году. Да, не так давно. Это как там было приурочено к дню педагога и наставника, там собирались учителя, там, кажется, республиканского формата, кажется, это было. И было предложено как бы открыть там выставку. Ну, я тоже не думал, так что это все грандиозно будет происходить, думаю, просто повесят рисунки, все будут смотреть, а оказывается, прошло с таким размахом, это прямо тоже меня впечатлило, это было тоже для меня таким событием, прямо открытие, сделали выставку, в общем. 2023 онды хыжынгын дебискердер уңгырын, бакшин болын залын хоргыкшин жылды зарёлыгдahın, хемже ябуулгын уйды, орын зурашын узыскылын турушынхе эмхиткык дебілі. Орын қойар зорғын зоруы дейін, бұтелну дейін, әні узыскылынды дылгекде. Зурашын, зорот соға абыжын жарғыл, бурядырды туықы, домық, неті қорыны орын қойар зорғылыжы қаруылына. До этого как бы было только графика, как бы, ну это мое хобби было, как бы я рисовал для себя, так, свои фантазии, ну просто, видать, то, что я творческий человек, видать, есть такое, что вот охота чем-то заняться, ну, мне приходилось взять карандаш и рисовать. Прямо вот, когда долго не рисуешь, ничем не занимаешься, вот прямо вот руки чешутся, есть такое, охота что-то потворить,
Бывало дело, что и брал резаки, по дереву что-то ковырял. Ну, есть такое, в общем, у меня. Ну, а так проще всего взять карандаш и начать рисовать свои фантазии какие-то. Бурханха абын талаха уктahın талан білікті. Біркі орын қартаны қарғы көкжің, үргінөр негдіжі, ұшы олын хайқын бұтайлы дейін мұндылқы бол тағайым.